Можно сказать, что основное отличие рэпа от других жанров в том, что в нем умещается больше слов. Высокая требовательность к хорошей рифме и наличию четкого бита позволяет удерживать и не потерять слушателя из-за объемного текста. Тексты же рок-песен, к примеру, так много слов не положишь, и, следовательно, не успеешь многое поведать слушателю. Поэтому неудивительно, что именно рэперы использовали музыку как способ рассказать о своем жизненном пути. Впервые рассказывать свою историю в рэп-текстах начали афроамериканцы, используя жанр для описания полной социальных проблем жизни в гетто и о том, как им приходилось выбирать путь жестокого, воспитанного улицами гангстера. Тексты Тупака Шакура, Моб Дип и Наса нашли своего слушателя, и в течение более десятка лет рэперы рассказывали всем, какие они жесткие и крутые. Но массовый слушатель все еще игнорировал жанр, поскольку большинству не была близка тема улиц, люди попросту не могли себя ассоциировать с образом гангстера. Второе дыхание рэп обрел в середине нулевых, когда Канье Уэст развернул рэп-сторителлинг о своем пути и построил его не на образе гангстера, а одним из первых поднял темы любви, тоски и внутренних переживаний. Отныне рэперу дозволено быть уязвимым и слабым. Эти темы были понятны и близки массовому слушателю. И рэп с самыми разнообразными историями с новой силой зазвучал из каждой колонки по всему миру. Так если рэп — это всегда рассказ о пути и становлении, о чем же повествует история кыргызского рэпера? Жизнь полна ироний. И кто, как не герой нашего сегодняшнего выпуска, Фримен 996, должен был пройти тяжелый путь кыргыза-мигранта в Москве. Безуспешно поскитавшись на чужбине несколько лет, написав там свои первые тексты и вобрав в себя тамошний современный звук, чтобы по возвращении стать лицом кыргызского кальянного рэпа. Или все не так очевидно? Давайте разбираться. Что такое кальянный рэп? Для того, чтобы наш разговор о Фримене 996 получился качественным, нам нужно сперва разобраться с тем, что такое кальянный рэп и почему многие воспринимают Фримена как главного кальянного рэпера Кыргызстана. По правде говоря, никто толком не знает, как, с кого именно, когда и почему во всех барах, клубах и кальянах начал звучать кальянный рэп. Но это точно имеет отношение к казахстанскому исполнителю Джах Калибу. А также вот к этой песне. Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах, лето летала, ты моя бэйби, дочь карнавала, двигайся, крошка. К 2019 году кальянный рэп стал одним из главных музыкальных стилей, настолько популярным, что вы не можете не узнать это звучание. Несмотря на то, что четких признаков жанр не имеет, есть ряд отличительных особенностей, которые сразу же бросаются в глаза. Кальянный рэп исполняется на русском языке с редкими вставками на английском и других языках, наличие кавказского, центральноазиатского и в целом восточного акцента у рэперов, либо намеренной его имитации, вокал с максимально невнятной дикцией и большим количеством пич-коррекций, арабские нотки в звучании, основные темы — неразделенная любовь, мечты о счастье, а также романтика клубной жизни. Давайте поподробнее остановимся на каждом пункте и сгруппируем все характерные признаки кальянного рэпа в две категории. Это звучание и тексты. Звучание и атмосфера. Рэп из-за использования большого количества слов, необходимости делать хорошую рифмовку и интересный ритмический рисунок по сути своей слишком сложен для обывателя. Находясь на работе и слушая музыку на фоне, либо отдыхая в баре после тяжелого рабочего дня, мозг большинства людей не хочет слушать сложные тексты о социальных проблемах. Индустрия начала работать на упрощение материала, но, к сожалению, упростила все до каких-то примитивных значений. Кальянный рэп как жанр весь звучит одинаково из-за метода обработки звука в студии, иначе говоря, мастеринга и эквалайзинга звука. Используя
Использование одних пресетов и шаблонов создало какой-то единый синтетический звук кальянного рэпа, приправленный восточной мелодикой, характерной для арабской музыки, который тяжело спутать с другими жанрами. Везде дым сигареты, кальяна, однотипные мотивы и обработка вокала. Да что там обработка, даже сами голоса сложно отличить один от другого. К сожалению, все это привело нас к обеднению звучания, отсутствию интересных технических решений в плане звука и инструментала в этом море синтетического звука. Что интересно, рэперы не то что боролись с этой утратой индивидуальности среди однотипной музыки, но напротив, с радостью пошли ей навстречу и сами всячески стирали любую разницу, превращаясь в один коллективный Хамали Наваи. Что для рэпа, безусловно, является огромным шагом назад, поскольку в рэпе всегда ценился флоу, умение читать рэп, навык подчеркивать голосом ритм произведения. Культовых рэп-исполнителей всегда можно узнать по их флоу. Вот вам пара ярких примеров. Throw your hands in the air if you's a true player. It's the DR representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in the lolos, girl. Still. Кальянные рэперы же будто соревнуются в том, чей флоу больше остальных затеряется в толпе. Тексты и темы. Тут ситуация даже еще хуже, чем со звучанием. Во-первых, подбор самих тем кальянного рэпа оставляет желать лучшего. Если у того же Канье Уэста темы внутренних переживаний и уязвимости рэпера промелькивали порционно и ненавязчиво и находили отражение в сердцах слушателей через гармонично и интересно подданные образы, то у кальянных рэперов что не трек, то безответная любовь. Я полюбил тебя за сердце, а не наготу. Тогда зачем ты смотришь на других, ведь я же тут. Либо сложение дифирамбов в клубной жизни и тусовкам. Сколько уже было сказано о Лейле. Дыме. Крутых машинах. Она продаст душу за ключи от Панамера. А я еду в Порш Кайен. Черная пантера в черном Панамера. И танцполе. Виски, кола, королева танцпола. Пустите меня на танцпол. То есть как бы очевидны проблемы повторений и использования одних и тех же образов. Во-вторых, низкое качество рифм, зачастую представляющие из себя набор квадратных и глагольных рифмоконструкций. Я не против остаться, стоп. Я хочу накидаться стол. На нем дикие танцы, дикие танцы. В-третьих, количество плагиата. Не будем далеко ходить и используем показательный пример тех же ребят из канала Think About It про заимствование кальянными рэперами даже стихов Пушкина. Бурем конь небо кроет, вихри снежные крутят. То, как зверя назовут, то заплачет, как дитя. Ну и иногда, когда срифмовать все это не получается, да и текст что-то не очень пишется, рэперы решают уже вообще даже не заморачиваться. Она не набрав, не нала, не добра, намала, на полмана волам, налад, наломала на ладах, не ла-ла-ла, не на-на. Таким образом, кальянный рэп превратился в идеальную фоновую музыку для многих заведений на территории постсоветских стран. Но на пути к этому, к сожалению, растерял многое из самого рэпа. Давайте теперь попытаемся проанализировать, почему рэп Фримена 996 воспринимается как кальянный, и является ли он таковым на самом деле. Кто такой Фримен 996? Давайте для начала немного расскажем о том, кто такой Фримен. Акылбек Абыханов вырос в городе Балыкчи, с детства был близок к музыке, возможно, не в последнюю очередь благодаря тому, что оба его родителя окончили училище и имели музыкальное образование. По его словам, он с раннего детства брал в руки ручку и бумагу и пытался записывать что-то, вдохновившись прослушанной песней. Но планы реализовать себя в музыке ему пришлось отложить на неопределенный срок. Он переезжает в город, окончив 9 класс, и на долгое время его основной профессией становится кулинарное дело.
повармын деп өзүмдү ашпозчумун деп тааныштырсам болот деп жаңылышпайм. Ашпозчу? Мен өзүм негизи ашпозчумун да. Ох. Москвада иштегем, Көлдө, Бишкекте тоже кулинарияны өзүм азыр деле жакшы көрөм. Анан көрсө кулинарияны эмнеге жакшы көрөт экенмин? Көрсө кулинария бул да творчество экен да өзүчү. Башынан эле мага өзүмө жактырчу бир нерселерди мындай жаратып десем туура болобу, бир нерсе эметип. В возрасте 19 лет Акылбек работал в кабаке на берегу Иссык-Куля официантом, музыкантом с гитарой. Оттуда эмигрировал в Казань и продавал на рынке пирожки и беляши. Через 1,5 года переехал в Москву в поисках более подходящей работы, где ему пришлось еще сложнее. В общей сложности, через 3 года скитаний в России, будущий артист вернулся в 2020 году, в разгар пандемии, обратно на родину, в статусе несостоявшегося мигранта. По сути, в том же финансовом положении, в котором уехал. Даже та же одежда была на нем. Единственное, заметно подтянул русский язык. Еще в Москве он начал писать треки про свою жизнь и друзей. В сумме более 100 треков на русском, и все они остались лишь в черновике. Поскольку когда один из них Фриман решил исполнить для своей подруги Аимы, она не оценила песню, сказав «ну, так себе». Этот случай еще больше замотивировал молодого артиста, и он продолжил оттачивать мастерство. Во время карантина он написал еще около 15 треков. Среди них его самый первый вышедший в свет трек «Взлетаю». Нежным взглядом ты вновь и вновь дурманишь. Высоко, далеко, непременно я взлетаю. Моя панацея. Не нужно лишних слов. Не нужно, когда вместе летаем нежным взглядом. На площадке Курултай трек остался незамеченным, но начал моментально набирать просмотры на грузинском музыкальном канале Golden Tbilisi, куда Акылбек отправил песню через знакомых. Но о популярности, конечно, пока не могло быть и речи. После локдауна он арендует машину и начинает таксовать, в то же время выпуская второй в репертуаре и первый написанный им на родном языке трек «Албетте». Затем выходит «Иссык-Кульский вайб», «Доске», «Туманы», В городе туманный, а за туманами смог. Траблы будто дуло висок. «Грезы», Мои глаза, меня ранили слезы, падали звезды. «Подожди», Подожди, прокатись со мною до зари. «Карагат», Сенің көзің қараған, сезімдер ұшып саймалған. Артист постепенно обретает популярность, устраивает концерты и перестает таксовать. 7 октября 2022 года выходит трек «Байландым», который и по сей день находится на первом месте по просмотрам в YouTube среди его композиций. 26 миллионов на секундочку. Көздері, мазаға қарама жоқ көздерің. Сен тарапқа қайра көздедім. Қызғаныштан кете берем өзгеріп, төңкеріп. Как вы видите, Фриману 996 пришлось прокладывать себе дорогу на пути к далекому свету софитов. Өзімдікін бермей тұрам көгеріп. Фриман 996 кальянный рэпер или нет? Давайте сперва разберемся со звучанием. Довольно очевидно, что кальянный рэп оказал влияние на творчество Фримана, но важно отметить, что если трек «Взлетаю» — это чистой воды кальянный рэп, Нежным взглядом ты вновь и вновь дурманишь. то в треках «Подожди» и «Байляндым» уже заметны лишь какие-то элементы. Подожди, прокатись со мною до зари. Көздері, мазаға қарама жоқ көздерің. Сен тарапқа қайра көздедім. Қызғаныштан кете берем өзгеріп, төңкеріп. Мастеринг и эквалайзинг, да и в целом звучание треков двигается больше в сторону бакровского и бегишевского тютюн, чем в сторону Хамалеи Наваи. Ачу таталда шо мен үчүн кантыми. Сени таппаганымда тепмекен блат дили. Сени таппаганымда тепмекен блат дили. Впрочем, если призадуматься, у многих кыргызских песен сегодня сохранился небольшой привкус кальянного рэпа. Эдакий остаточный эффект с 2019 года. Просто на их фоне особенно ярко выделяется мастеринг звука первой популярной песни Фримана «Взлетаю» и лишь нескольких других треков. В основном же треки Фримана довольно разнообразного звучания. Тут вам и уличный рэпчик, Bizde yaşo turmuş uşunday. Beni mered birge doğru.
лиричные саундтреки к фильмам. А может еще встретимся с тобой, и ты подаришь мне любовь, а на мои звезды мой покой. Я твой завоеватель, твой герой. Грустный мотив минор играет на душе. Видимо, не суждено. Поэтому на вопрос, является ли звучание Фримена кальяном, ответ нет. Он разноплановый артист с элементами кальянного рэпа в своих самых популярных треках, что скорее порождает спор о том, какое звучание сегодня предпочитает общество, раз эти его треки в топах по просмотрам, хотя у артиста полно и других. Несмотря на то, что Фриман иногда намеренно использует эти заезженные напевки кальянного рэпа, в основном он читает довольно качественно, поэтому его плохим рэпером точно не назовешь. Уверенно летает по биту, хорош в тараторке и ускорениях, и, что важно, довольно легко играючи переключает флоу. Смотри прямо в глаза, ты ловишь мандраж, мы ловим азарт, ты топим за наших, ни шага назад. Если же обратить внимание на тексты и темы, то тут есть над чем поразмыслить. С одной стороны, у него есть много посвященных девушкам, чувствам и отношениям песен. Ты мои грозы, меня ранили слезы, падали звезды, я влюблен, ты тоже. Она так любит звезды, мечтать на небо смотря, ласково греет душу, греет мой мир, греет любя, плыву за ней, не знаю. А с другой стороны, у кого их сегодня нет. Все-таки основной темой кальянных рэперов часто выступает именно разбитое сердце и неразделенная любовь, после чего летят обвинения в адрес девушек. Чего, кстати, не скажешь о Фримене. В своих песнях Фриман довольно уважительно отзывается о девушках, не оскорбляет и не принижает их ценность, как это повадилось у рэперов. Ну или мы такого, по крайней мере, не заметили. Напишите нам в комментарии, если мы не правы. На ум приходит только эта песня, где он читает о том, что не хочет восстанавливать отношения, но и здесь он никого не винит, кроме себя. В общем, ставьте лайки, если тоже хотели бы, чтобы в текстах рэперов было больше пропаганды здоровых и нетоксичных взаимоотношений. Во-вторых, если пределом мечтаний каждого кальянного рэпера почему-то выступала девушка Лейла, то у Фримена прослеживается довольно интересная схема сравнений девушек с ягодами, и не только. Кулпунай, Карагат, Мончок, Алма, Гүлюм. Ölüm korkma, men çağılgan oktoy, бүйрөк каламын токтоп, ал болсо мени жоктоп. Видна работа над текстом на порядок выше, чем у того же Джонни или Ганвеста. Хотя, к сожалению, их объединяют и общие проблемы – злоупотребление глагольными и квадратными рифмами. Да, вот таких событий часто ожидали. Да, бездумчулюрду многих напрягали. Да, если стрёмно, тоже убегали. После вспоминали, зависали, угорали, забивали. Да, Фриман периодически глаголит в текстах, как и в названиях своих треков. Но именно в его случае это вполне решаемая проблема, потому что он, по идее, умеет отлично рифмовать. Это видно по другим его трекам. Например, 1,5 месяца назад вышел его трек «Кига Хасл» с Бегишем, где текст по качеству на порядок выше. Хоть некоторые строки и разлетелись на мемы. А во-вторых, хоть в целом такие простые рифмы и не приветствуются в рэпе, Фриман настолько техничный рэпер, что умеет сглаживать и компенсировать их наличие с помощью своего крутого флоу, напевок и в целом атмосферы трека. Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что у Фриман 996 есть песни со звуком и текстом кальянного рэпа, но их с лихвой компенсирует большое количество хороших, качественных песен в других жанрах, где он демонстрирует весь свой богатый рэперский арсенал. И на него едва ли можно навешивать ярлык кальянного рэпера. Артист зачастую читает о простых, жизненных, понятных каждому кыргызстанцу темах. Не скажу, что в моей жизни сильно пять, выживаю тоже, день за днем опять. И мама научила верить и мечтать, верить и мечтать.
болып келген ішіне берет кирешим жоқ кезде көтөрүп тиреген көздөрүм тегерек билбедим не керек бир белек алганга акчам да жок эле темселеп көчөнү термелеп бараң чертилген ноталар сүйүмдү аралап Бишкектин ичинде ар бир түн кечинде текшерип калып эле телефон чалат. Напоминая всем о том, что даже проживая не самую лучшую жизнь мигранта на чужбине, нельзя забывать о моральных ценностях и нужно продолжать верить в лучшее. И заслуженно снискал такую огромную любовь своих фанатов. Мы желаем артисту оставаться верным своим идеалам и радовать своих слушателей новым творчеством. Дотронуться бью рукой, а может еще встретимся с тобой, и ты подаришь мне любовь, а на мои звезды мой покой. Я твой завоеватель, твой герой. Знаю, признаю, что сам